Обзор главных событий дня вашему вниманию представляет информационная программа «Новости», в студии Насиба Гулямова. Добрый вечер. Сегодня основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, провел телефонный разговор с Нурсултаном Назарбаевым, сложившим свои президентские полномочия. Президент Республики Таджикистан сердечно поблагодарил Нурсултана Назарбаева за многолетнее плодотворное сотрудничество и выразил удовлетворение в том, что казахстанский лидер продолжит свою созидательную деятельность на политической арене на благо братского народа Казахстана и региона в целом. Глава таджикского государства высоко оценил вклад Нурсултана Назарбаева в процессе налаживания и развития таджикско-казахстанских отношений, дружбы и многопланового сотрудничества. Во многом благодаря вашей мудрой и дальновидной политике межгосударственные отношения Таджикистана и Казахстана всегда имели высокую динамику развития, и отрадно, что сотрудничество двух стран сегодня достигло уровня стратегического партнерства, подчеркнул президент Таджикистана. Глава таджикского государства выразил свою готовность и в дальнейшем продолжить взаимодействие с ним в таком созидательном ключе. Эмомали Рахмон также отметил, что всегда будет рад видеть Нурсултана Назарбаева, своего верного друга и брата в Таджикистане. Мы продолжаем выпуск. Сегодня утром основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, с целью участия в праздничных мероприятиях, посвященных Национальному Новому году, международному празднику Навруз, ознакомление с работами по созиданию и возведению, открытию ряда объектов различного назначения, прибыл в город Нурек Хатлонской области. Президента Республики Таджикистан, лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, с приподнятым настроением в торжественной наврузовской атмосфере встречало руководство Хатлонской области, деятели науки и культуры Таджикистана, ну и, конечно, молодежь города Нурек. Утром 20 марта основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, целью участия в праздничных мероприятиях, посвященных Национальному Новому году, международному празднику Навруз, ознакомление с работами по созиданию и возведению, открытие ряда объектов различного назначения, прибыл в город Нурек Хатлонской области. Президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, с приподнятым настроением и в торжественной наврузовской атмосфере встретили руководство Хатлонской области, деятели науки и культуры, молодежь города Нурек. Сегодня основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, на праздновании международного Навруза в городе Нурек дал официальный старт в реализации проекта восстановления Нурекской гидроэлектростанции, и лидер нации сам лично ознакомился с ходом реконструкции агрегатов. Нужно отметить, что Нурекская гидроэлектростанция считается крупнейшим гидроэнергетическим сооружением в Центральной Азии. При этом первый агрегат станции мощностью 300 мегаватт был сдан в эксплуатацию 15 ноября 1972 года. 20 марта 2019 года основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, на праздновании международного Навруза в городе Нурек дал официальный старт реализации проекта восстановления Нурекской гидроэлектростанции и ознакомился с ходом реконструкции агрегатов.
В начале главе государства, уважаемому Эмомали Рахмону, был представлен проект работ по капитальному ремонту электростанции. Следует отметить, что Нурекская гидроэлектростанция считается крупнейшим гидроэнергетическим сооружением в Центральной Азии. Строительные работы здесь начались в 1961 году, а 26 марта 1966 года было перекрыто русло реки Вахш. Первый агрегат станции мощностью 300 мегаватт был сдан в эксплуатацию 15 ноября 1972 года. Станция состоит из 9 агрегатов и с 1979 года работала полной мощностью в 2700 мегаватт. В 1988 году в результате реконструкции агрегатов проектная мощность электростанции на 8 агрегатах с 335 мегаватт и на одном с 320 мегаватт была доведена до 3000 мегаватт. Сегодня на Нурекской ГЭС работают 710 человек, в том числе 160 женщин. Количество инженерно-технических работников составляет 204 человека. Водохранилище Нурек считается водохранилищем годового регулирования и с начала плотины расположено на расстоянии 70 километров. Объем водохранилища составляет 10,5 кубических километров, из которых 4,5 кубических километров используется для произведения электричества в осенне-зимний период. Плотина станции представляет собой каменно-земной гидротехнический комплекс высотой 300 метров и сегодня считается высочайшей плотиной такого рода. Среднегодовое производство электроэнергии на станции составляет 11,2 миллиарда киловатт-часов. Со времени сдачи в эксплуатацию по сегодняшний день на станции произведено 448,8 миллиардов киловатт-часов, из которых 306,8 миллиардов киловатт-часов приходится на период независимости страны. В настоящее время по причине устарения основного оборудования станция осуществляет свою деятельность примерно в 2600 мегаватт. В результате внедрения проекта восстановления Нурекской гидроэлектростанции проектная мощность станции с 3000 будет доведена до 3300 мегаватт, а в целом с учетом возобновляемого потенциала мощность станции по производству электроэнергии увеличится на 700 мегаватт. Повысится уровень, улучшится качество обслуживания на станции, а также заметным образом обеспечение страны электроэнергией. Благодаря постоянным усилиям лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, и принятия им во внимание значимости электростанции в развитии национальной экономики страны и необходимости претворения в жизнь одной из стратегических политических целей, то есть достижения полной энергетической независимости, в течение 2015-2016 годов в рамках сотрудничества правительства Республики Таджикистан с Всемирным банком и привлечения консультативных компаний из Франции было подготовлено технико-экономическое обоснование проекта реконструкция Нурекской ГЭС и обеспечение безопасности плотины. В соответствии с проведенным технико-экономическим обоснованием, общая сумма реконструкции и обновления станции была определена до $700 миллионов. Общий срок реализации проекта составляет 10 лет и по мере поступления средств будет осуществлен в 2 этапа. Первый этап проекта состоит из 3 частей: замена 3 агрегатов и их вспомогательного оборудования, замена автотрансформаторов, 6 единиц однофазовых 220-500 киловольт автотрансформаторов и обеспечение безопасности плотины. Срок реализации запланирован на 5 лет – 2019-2023 годы. В целом до сегодняшнего дня для инвестирования проекта привлечено $326,9 миллионов, из которых 169 миллионов 134 тысячи долларов является кредитом, 57 миллионов 800 тысяч долларов грантом Всемирного банка, 60 миллионов долларов кредитом Азиатского банка инфраструктурных инвестиций и 40 миллионов долларов кредитом Евразийского банка развития. Второй этап проекта охватывает реконструкцию 6 остальных агрегатов и вспомогательное оборудование станции и будет реализован в течение 5 лет – 2024-2028 годы стоимостью $148,6 миллионов. Следует отметить, что во время практической реализации проекта для эффективной реконструкции агрегатов Нурекской ГЭС подрядчики будут использовать современную мировую технику и технологию.
Необходимо подчеркнуть, что после завершения работ по реконструкции и обновлению вся система электростанции будет заменена новейшей и развитой технологией. В ходе ознакомления с проектом капитального ремонта Нурекской ГЭС президент страны, уважаемый Эмомали Рахмон, дал конкретное поручение руководству Министерства энергетики и водных ресурсов республики по контролю над качественным выполнением работ, а также дал полезные советы подрядной компании проекта, австрийской компании Андрис Хайдро, консультанту проекта швейцарской компании Стаг ЛТД. И распределительного оборудования и восстановления 500-киловольтного открытого распределительного оборудования сдал в эксплуатацию важнейшую часть этого стратегического объекта – нового 220-киловольтного электрораспределительного оборудования и 27 апреля 2016 года 500-киловольтного закрытого распределительного или газового оборудования. Основное оборудование проекта произведено на производственных предприятиях таких европейских государств, как Швейцария, Франция, Германия, Польша и Испания. Затем доставлено в нашу страну и смонтировано на месте. Глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, после ознакомления с работами по реконструкции агрегатов станции и безопасности плотины, дал конкретные поручения ответственным лицам и еще раз подчеркнул громадную значимость гидроэлектростанции этого гигантского гидроэнергетического объекта для социально-экономического развития, особенно в деле реализации 4-й национальной цели правительства Таджикистана – устойчивой индустриализации республики. В период независимости с целью осуществления созидательных планов правительства Республики Таджикистан во имя достижения энергетической независимости и претворения в жизнь крупномасштабных задач, поставленных главой государства ради обеспечения достойной жизни народа, по указаниям президента страны, уважаемого Эмомали Рахмона, началось рациональное и экономичное использование гидроэнергетических ресурсов, строительство и реконструкция больших и малых гидроэлектростанций, высоковольтных линий электропередачи и электрических подстанций. Начало работ по восстановлению и созданию Рагунской гидроэлектростанции, ввод в действие первого агрегата этой ГЭС, сдача в эксплуатацию 500-киловольтных и 220-киловольтных комплектных закрытых распределительных устройств Рагунской ГЭС, запуск гидроэлектростанции Сангтуда-1, Сангтуда-2, Памир-1, электростанции Таджикистан на высоте 3500 метров над уровнем моря в отдаленном Мургавском районе, ТЭЦ Душанбе-2, 500-киловольтных электрических подстанций Душанбе и Согд, 500-киловольтной линии электропередачи Юг-Север, 220-киловольтных и 500-киловольтных закрытых или газовых распределительных устройств на Нурекской ГЭС, 220-киловольтных линий электропередачи Лолазор-Хатлон, Таджикистан-Афганистан, Каракум-Согд, Айни-Рудаки. И начало практической реализации проекта КАСА-1000 являются большими устойчивыми шагами на пути достижения полной энергетической независимости Таджикистаном под мудрым и дальновидным руководством лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона. С реализацией этих проектов за последние 10 лет производственные мощности энергетической системы страны возросли на 1320 мегаватт. Были сданы в эксплуатацию 500, 220 и 110 киловольтные линии электропередачи протяженностью более 1030 километров. Очередным созидательным начинанием президента страны, уважаемого Эмомали Рахмона, в направлении достижения стратегических целей правительства Республики Таджикистан является реконструкция и обновление гидроэлектростанций Нурек, Сарбан и Каракум. В настоящее время продолжаются работы по реконструкции и обновлению гидроэлектростанции Сарбан в Хатлонской области, а в мае 2019 года начнутся работы по реконструкции на гидроэлектростанции Каракум в Сагдийской области. Проектная мощность гидроэлектростанции Сарбан составляет 240 мегаватт. Она считается четвертой крупнейшей по проектной мощности ГЭС после гидроэлектростанции Нурек 3000 мегаватт, Сангтуда-1 670 мегаватт и Бойгози 600 мегаватт. Строительство этой ГЭС, состоящей из 6 агрегатов, началось еще в 1956 году, а первый ее агрегат был запущен в 1962 году. С того времени по сегодняшний день, кроме одного агрегата номер 4, на других не проводились никакие работы по реконструкции и обновлению ради повышения уровня обслуживания и эффективности деятельности ГЭС. К тому же, по причине выхода из строя системы контроля и регулирования уровня воды в 1993 и 1994 годах агрегат номер 2 частично был затоплен.
Также в результате длительного использования большая часть электромеханического и гидромеханического оборудования и устройства по распределению сильно устарели. Принимая во внимание это и большие расходы для содержания в рабочем режиме агрегатов, по указанию и поручениям президента страны здесь начались работы по ремонту и реконструкции станции. Следует отметить, что все созидательные начинания основателя мира и национального единства, лидера нации, президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, направлены на развитие всех сфер национальной экономики, достижение полной энергетической независимости и обеспечение достойной жизни народа суверенного Таджикистана. Ну и в продолжении рабочей поездки глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, закладкой камня в фундамент официально дал старт началу строительных работ в современной гостинице, которая строится недалеко от Нурекской ГЭС в живописном уголке на берегу реки Вахш. В продолжение рабочей поездки глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, закладкой камня в фундамент официально дал старт началу строительных работ в современной гостинице, которая строится недалеко от Нурекской ГЭС в живописном уголке на берегу реки Вахш. В ходе ознакомления лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, проинформировали, что гостиница возводится на площади 46 гектара дирекцией строительства правительственных объектов исполнительного аппарата президента Республики Таджикистан. Здание гостиницы будет состоять из 4 этажей. В подвальном помещении планируется разместить спортивный зал, 2 столовые, баню, парилку, бассейн. На первом этаже будут размещены зал для проведения конференций, рабочие кабинеты и столовая. Согласно проекту, на 3-м и 4-м этажах предусмотрено возведение спальных помещений, комнаты отдыха, бани, кабинетов для высокопоставленных гостей, малых спортивных залов. Также на территории гостиницы будут возведены вспомогательные здания и стоянка. И сегодня же с участием основателя мира и национального единства, лидера нации, президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, сдан в эксплуатацию новый производственный цех по выпуску резиновых плит закрытого акционерного общества «Экспериментально-механический завод» города Нурек. 20 марта с участием основателя мира и национального единства, лидера нации, президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, сдан в эксплуатацию новый производственный цех по выпуску резиновых плит закрытого акционерного общества «Экспериментально-механический завод» города Нурек. Цех возведен на сумму свыше 3 миллионов самани. Производительная мощность составляет в день 35 квадратных метров, в год 9 тысяч квадратных метров резиновых плит. В новом цеху из изношенных автомобильных шин производится 3 вида продукции, которые используются в строительстве спортивных площадок, дворов, детских садов, тротуаров. Новая технологическая линия по выпуску резиновых плит доставлена из Китайской Народной Республики, посредством которой налажено производство конкурентоспособной продукции, отвечающей современным требованиям. После сдачи в эксплуатацию нового цеха свыше 20 местных жителей будут обеспечены постоянными рабочими местами. Общее количество рабочих и специалистов закрытого акционерного общества «Экспериментально-механический завод» города Нурек достигло свыше 150 человек. Глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, ознакомился с деятельностью нового цеха по разрезанию и отделке железных листов размером 2 и 150 мм. который оснащен новым цифровым компьютерным оборудованием. Цех построен с затратой 3,7 миллиона самани. Производительная мощность цеха в год обеспечивает обработку 3000 тонн железа. Лидер нации в ходе ознакомления с деятельностью цеха, где налажен выпуск высококачественных и конкурентоспособных строительных материалов, дал высокую оценку. Ответственным лицам было поручено наряду с созданием новых рабочих мест с использованием имеющихся условий и возможностей увеличить производство импортозамещающей продукции. Следует отметить, что в цехах закрытого акционерного общества «Экспериментально-механический завод» города Нурек производится несколько видов строительных материалов, в частности, формы и арки для строительства тоннелей, сварочные электроды, жидкое стекло, сетка рабица и арматурная сетка, колючая проволока, железный шифер, жестяные профили, укладка товарного бетона по компьютерной технологии, столбы для грузовых кранов, которые являются импортозамещающими и ранее доставлялись из-за рубежа.
Производимая продукция в основном используется для возведения гидроэлектростанций, в том числе и Рагунской ГЭС. Свыше 600 рабочих и специалистов предприятия плодотворно трудятся на стройке века, выполняя подземные и токарные работы, используя современную технику и технологию, не имеющие аналогов в Центральной Азии. Необходимо отметить, что открытие нового производственного предприятия по выпуску отечественной продукции заложит основу для эффективной реализации 4-й национальной стратегической цели – ускоренной индустриализации страны. В производственной зоне города Нурек основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, сдал в эксплуатацию первый этап предприятия «Гидромехсануат» открытого акционерного общества «Таджик Гидромонтаж». В производственной зоне города Нурек основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, сдал в эксплуатацию первый этап предприятия «Гидромехсануат» открытого акционерного общества «Таджик Гидромонтаж». В ходе ознакомления главу государства проинформировали, что направлением деятельности предприятия является производство гидромеханического оборудования и металлоконструкций гидроэлектростанций. Предприятие в республике считается единственным. Производственная мощность нового производственного предприятия страны составляет в месяц до 1000 тонн гидромеханического оборудования и металлоконструкций гидроэлектростанций. На предприятии «Гидромехсануат» налажен выпуск всех видов ворот, в том числе ремонтных, основных и аварийных створов, водосточных труб для гидроэлектростанций. 250 человек обеспечены постоянными рабочими местами. Для производства продукции ввезено из-за рубежа и установлено современное оборудование и станки на сумму более 15 миллионов самани, в частности, вертикально-фрезерные, токарно-крановые, горизонтально-пробиваемые, округлые, четырехвалочные гидравлические станки, станки по нарезке лент, по сгибу и разгибу жестяных листов. Президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, дал конкретные поручения ответственным лицам по увеличению производственной мощности и экспорту продукции за рубеж. Было отмечено, что подобное оборудование весьма необходимо для строительства гидроэлектростанций. До сегодняшнего дня оборудование завозилось из Российской Федерации и с Украины. Вес каждого оборудования составляет от 50 до 190 тонн. Импорт оборудования наряду с большими затратами требовал много времени. Сегодня в рамках постоянной поддержки предпринимателей со стороны высшего руководства государства и правительства Республики Таджикистан, а также 4-й национальной цели ускоренной индустриализации страны активизировано строительство подобных крупных производственных предприятий в городах и районах страны. И этот процесс создает благоприятные условия в деле выпуска конкурентоспособной и импортозамещающей продукции. Также эта инициатива высшего руководства страны будет способствовать снижению ввоза станков и оборудования. В этот день наряду с пуском предприятия «Гидромехсануат» открытого акционерного общества «Таджик Гидромонтаж» лидеру нации были представлены специалисты проектного института строительства гидроэлектростанций, созданного при предприятии. Как было поручено, в институт привлечены лучшие специалисты отрасли, которые внесут свой достойный вклад в развитие сферы энергетики страны. С вводом в строй 2-го и 3-го этапов предприятия «Гидромехсануат» наряду с возрастанием производственной мощности также будет увеличено количество рабочих мест на предприятии. По информации ответственных лиц, в настоящее время для администрации построено новое здание и продолжается строительство нового двухэтажного здания для швейного цеха и спальных комнат для работников предприятия «Гидромехсануат». Необходимо отметить, что при предприятии действует швейный цех, где женщины и девушки с использованием всех имеющихся условий и возможностей занимаются пошивом рабочей одежды и других необходимых принадлежностей для работников открытого акционерного общества «Таджик Гидромонтаж». На месте прежнего административного здания и швейного цеха будет налажено строительство дальнейших этапов предприятия. Предприятие «Гидромехсануат» наряду с выпуском ремонтных, основных и аварийных створов, водосточных труб, турбин будет устанавливать это оборудование на гидроэлектростанции с привлечением местных специалистов. В период независимости наряду с возведением малых и больших гидроэлектростанций продолжается реконструкция и обновление имеющихся станций. Новое производственное предприятие даст возможность с малыми затратами средств и при экономии времени
производить необходимое высококачественное оборудование внутри страны и сделать его доступным. В рамках рабочей поездки в Нурек основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, открыл комплекс «Государственный герб Республики Таджикистан». В рамках рабочей поездки в город Нурек основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, открыл государственный герб Республики Таджикистан. Сооружение возведено на площади 1570 квадратных метров, строительство которого завершено в срок менее года. Высота колонны государственного герба составляет 20 метров. Она изготовлена из высококачественных и стойких материалов. Высота самого герба около 2 метров. В целом высота сооружения составляет 22 метра. Площадь территории вокруг государственного герба состоит из 3 частей. В совокупности вся она украшена мрамором, которым богат Таджикистан. Кроме того, на территории посажены сезонные и декоративные цветы и кустарники, которые превращают ее в привлекательную местность города Нурек. В рамках строительных работ также дороги вокруг объекта заасфальтированы и приведены в соответствии с современными требованиями. Площадь территории государственного герба полностью электрифицирована. Ночью площадь освещает 76 фонарей на столбах, колонну и герб 10 мощных прожекторов. С двух сторон государственного герба Республики Таджикистан построены 2 отдельных уголка для посадки декоративных цветов и кустарников, которые полностью украшены решетчатой алюминиевой изгородью. В ходе ознакомления лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, дал высокую оценку качеству строительных работ, а также дал указания и поручения ответственным лицам по правильному уходу за объектом и озеленению территории вокруг него. На территории установлено около 40 скамеек, посажено около 200 вечно зеленых и тенеобразующих деревьев. На обеих площадках имеются газоны, также построено кафе. Территория государственного герба Республики Таджикистан обеспечена современной системой освещения, а также ее окрестности выглядят неповторимо, особенно ночью. Рядом с государственным гербом также построены 2 площадки для гуляния жителей. Возведенный объект отвечает всем современным требованиям и, несомненно, превратится в место отдыха и прогулок жителей Нурека. Основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон возле центрального стадиона города Нурек заложил камень в фундамент строительства спортивной площадки. Лидер нации побеседовал со строителями этого сооружения. 20 марта основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, возле центрального стадиона города Нурек заложил камень в фундамент строительства спортивной площадки и провел беседу со строителями сооружения. Как было отмечено, спортивная площадка возведена на базе центрального стадиона города и рассчитана на 10 тысяч посадочных мест. Согласно проекту, нынешнее футбольное поле будет сохранено без изменения. Вокруг него будут сооружены современные трибуны. Новый объект будет построен на площади 4,3 гектара. Наряду с трибунами здесь будут созданы другие условия для тренировок и занятий. В ходе ознакомления лидер нации был проинформирован, что на новом стадионе будут построены спортивные помещения для 4 команд. Также раздевалка, баня, медицинский пункт, рабочие кабинеты администраторов, технические помещения, отвечающие современным требованиям. Для закаливания организма на объекте предусмотрены отдельные помещения для тренировок, каждый из которых оснащены раздевалками и магазинами. Согласно разработанному проекту, на стадионе будут также построены вспомогательные объекты, в том числе электрическая подстанция, бассейн для тушения пожара, стоянка для транспорта, площадка для баскетбола и волейбола. В ходе ознакомления с проектом стадиона президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, дал полезные рекомендации ответственным лицам и строителям по своевременному выполнению работ, жесткому контролю над качеством и использованием высококачественных материалов. Накануне празднования Международного Навруза, Нового года наших предков, основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, по уже сложившейся доброй традиции вручил праздничные подарки в городе Нурек 250 круглым сиротам. Это дети, школьники учебных заведений городов и районов Хатлонской области.
Накануне празднования международного Науруза, Нового года наших предков, основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, по сложившейся традиции вручил праздничные подарки в городе Нурек 250 круглым сиротам, являющимся школьниками учебных заведений городов и районов Хатлонской области. В начале лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, с добрыми пожеланиями поздравил подростков, волею судьбы ставших сиротами, с наступлением красивого весеннего праздника международного Науруза, Нового года наших предков, и призвал их к хорошей учебе, примерному поведению, любви и верности к народу и родине. Праздничные подарки главы государства состояли из летней и зимней одежды, в том числе костюмов, сорочек, обуви, плащей. Для девочек еще и по 12 метров высококачественного атласа. В этот день для детей также был организован праздничный обед. Каждому из них от имени лидера нации были вручены денежные средства. Согласно статистическим данным, на сегодняшний день в Хатлонской области зарегистрировано 648 круглых сирот. Праздничные подарки главы государства будут вручены и остальным 400 сиротам. Президент страны, уважаемый Эмомали Рахмон, подчеркнул, что протягивание руки помощи нуждающимся людям является одним из лучших человеческих качеств. Эту традицию предков накануне праздников и других важных дат продолжают люди щедрой и доброй душой. Государство и правительство Республики Таджикистан в своей социальной политике во главу угла ставят вопросы создания достойных условий для учебы подростков и молодежи, особенно оставшихся без попечения или являющихся членами малоимущих семей. Именно поэтому ежегодно осуществляются начинания и принимаются меры с целью улучшения условий для учебы и проживания сирот в школах-интернатах страны, обеспечения их в дальнейшем работой и достижения достойного уровня жизни этого слоя населения. Сироты из городов и районов Хатлонской области выразили благодарность лидеру нации, уважаемому Эмомали Рахмону, за постоянную поддержку и заботу. Заверили, что они приложат все усилия для того, чтобы получить образование, освоить профессию или ремесло, будут любить родину и в дальнейшем внесут свой вклад в ее благоустройство, развитие страны и укрепление нашего суверенного государства. В этот день радости и ликованию детей-сирот не было предела, ведь они получили ценные подарки из рук самого главы государства и имели с ним свободную и теплую беседу, которую будут помнить всю жизнь. Сегодня основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, в торжественной обстановке в городе Нурек открыл флагшток. 20 марта основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, в торжественной обстановке в городе Нурек открыл флагшток. Государственный флаг развивался под звуки государственного гимна в обстановке мира и спокойствия на нашей родине в центре города Нурек. Высота флагштока составляет 50 метров. Длина самого флага, этого символа и национальной святыни, составляет 14 метров, ширина 7 метров. Сооружение построено на площади 40 соток, окрестности его украшены различными цветами и кустарниками, вечно зелеными деревьями. Здесь же установлены осветительные лампы с современным дизайном. Постамент и площадь вокруг государственного флага возведены с использованием высококачественных строительных материалов. Государственный флаг еще больше украсит город Нурек, а его площадь станет местом гуляний и отдыха жителей и гостей. Государственный флаг в этом многолюдном квартале города установлен во имя почитания священного национального символа и в рамках мер по благоустройству и созиданию. В рамках своей рабочей поездки в город Нурек Хатлонской области основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон в торжественной обстановке открыл памятник основоположнику первого таджикского государства Исмаилу Сомуни. В рамках своей рабочей поездки в город Нурек Хатлонской области основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, в торжественной обстановке снял покрывало с памятника основоположнику первого таджикского государства Исмаилу Сомуни. Высота постамента составляет 7,5 метра, а самого памятника 7 метров. Авторами памятника в полный рост шаху Исмаилу Сомуни являются скульпторы, члены Союза художников Таджикистана Мансур Маджидов и Рустам
Рустам Ходжибоев. Памятник создан при финансовой поддержке отечественных предпринимателей, жителей Нурека во имя достойной встречи великого национального праздника 30-летия государственной независимости Республики Таджикистан. Площадь вокруг памятника украшена фонтанами, скверами, цветниками. Здесь же установлены осветительные лампы. Предприниматели также заасфальтировали дорожки, ведущие к памятнику. В результате проделанной работы это место стало очень удобным для отдыха и гуляния. В ходе строительства комплекса свыше 100 человек из числа местных жителей были привлечены к работе и обеспечены хорошей заработной платой. Следует отметить, что возведение памятников Исмаилу Сомони, установление государственного герба и государственного флага по всей стране главой государства, уважаемым Эмомали Рахмоном, является свидетельством высочайшего почитания древней истории таджикского государства и нации, великих священных национальных символов. Ну а сразу после открытия памятника Исмаилу Сомони и установления государственного флага президент страны, уважаемый Эмомали Рахмон, выступил с речью перед гостями праздничных мероприятий в честь Международного Навруза, руководителями и активистами города Нурек, собравшимися на стадионе для достойной встречи этого удивительного, прекрасного праздника весны и красоты. После открытия памятника Исмаилу Сомони и установления государственного флага президент страны, уважаемый Эмомали Рахмон, выступил с речью перед гостями праздничных мероприятий в честь Международного Навруза, руководителями и активистами города Нурек, собравшимися на стадионе для достойной встречи праздника весны и красоты. В начале лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, поздравил присутствующих, а в их лице всех жителей области с наступлением весны и международным праздником Навруз. Президент страны, в частности, с удовлетворением отметил, что в преддверии 30-летия государственной независимости во всех городах и районах страны ускоренными темпами осуществляются работы по благоустройству. Весь охваченный энтузиазмом народ, в том числе и жители города Нурек, прилагает усилия во имя дальнейшего развития нашей Родины. В конце выступления лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, еще раз поздравил всех присутствующих с великими общенациональными праздниками, расширением созидательных работ и выразил благодарность жителям Нурека за поддержку политики государства и правительства Таджикистана. Грандиозное мероприятие в честь международного праздника Навруз было продолжено праздничной театрализованной программой «Наврузовский караван». Согласно информации организаторов этого большого культурного мероприятия, в нем приняли участие более 10 тысяч человек. В культурно-массовой программе запечатлены традиции и обычаи наших предков, а также обычаи, связанные с другими народами, отмечающими Навруз. Место проведения мероприятия украшено символами, издревле почитаемыми нашим народом. Культурная программа «Наврузовский караван» началась под звуки карнаев и сурнаев. Каждое выступление мастеров искусств пронизано духом народности и величия Навруза. Мероприятие стало еще одним доказательством того, что таджикский народ чтит древние традиции и может достойно представить их всему человечеству. Были представлены особенности, с которыми Навруз отмечают жители всех регионов страны – Хатлона, Бадахшана, Рашта, Зиравшана и Гисара. Зажигательные народные песни и танцы, показ приготовления национальных блюд, присущих Наврузу, и многое другое пришлись по душе зрителям. Наврузовский караван, который обрел вторую жизнь благодаря усилиям лидера нации, символизирует собой лучшие традиции Навруза и вместе с тем показывает, что в них привнесены дух и смысл нового времени, в которое живут граждане независимого Таджикистана. В завершение глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, выразил благодарность организаторам и участникам мероприятия за его проведение на высоком уровне. К другим новостям. Сегодня в Душанбе состоялось 16-е заседание Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Республикой Таджикистан и Российской Федерацией. Таджикскую часть комиссии возглавил премьер-министр Республики Таджикистан Кохи Расулзода, российскую часть – первый заместитель председателя правительства Российской Федерации, министр финансов России Антон Силуанов. Руководители делегации проинформировали участников заседания о ходе реализации протокола 15-го
заседание межправительственной комиссии о макроэкономической ситуации в своих странах, а также о позитивных шагах в проведении экономических реформ и их влиянии на улучшение инвестиционного климата. При этом стороны подчеркнули важность налаживания сотрудничества в таких перспективных отраслях, как энергетика, промышленность, сельское хозяйство, транспорт, логистика, миграция, туризм, а также финансово-банковской сфере. При этом было отмечено таджикско-российское взаимоотношение, основанное на принципах стратегического партнерства, союзничества и взаимной поддержки, будет и впредь иметь тенденцию неуклонного роста и развития на благо наших народов. По итогам заседания был подписан протокол 16-го заседания межправительственной комиссии, а также меморандум о сотрудничестве между таджикско-российским и российско-таджикским деловым советами. По итогам подписания состоялось заявление двух сторон представителям средств массовой информации. Сегодня утром в рамках своего рабочего визита в Республику Таджикистан президент Республики Татарстан Рустам Минниханов посетил государственное учреждение Кохи-Борбат и комплекс Кохи-Навруз. Высокочтимого гостя сопровождал премьер-министр страны Кохи Расулзода. Вначале президент Республики Татарстан Рустам Минниханов ознакомился с просторным залом Кохи-Борбат. Данный объект состоит из 5 этажей и предназначен на 2000 посадочных мест. Большой величественный зал расположен на 2-м этаже здания, где проводятся важные политические и культурные мероприятия. Также высокочтимый гость посетил комплекс Кохи-Навруз, где ознакомился с такими залами, как Дидор, Аржан, Гулистон и Зарандут. Внимание гостя привлекли уникальная резьба по дереву, картины и другие архитектурные шедевры, которые отражают историю, обычаи, традиции, древнюю культуру таджикского народа. Все помещения дворца оформлены местными мастерами-умельцами. Тут и мозаика из местных полудрагоценных камней, из цветных зеркал, расписные потолки. На стенах сюжеты из древних сказаний, на потолке выполненные в старинном стиле узоры из дерева. Была представлена подробная информация о национальной резьбе по дереву, национальной живописи и каменных скульптурах, унаследованных таджикским народом от своих предков. Крыши и колонны дворца выполнены из резного дерева. В строительстве этого комплекса в основном использовалась ручная работа. Гости из Республики Татарстан высоко оценили архитектурный стиль Кохи-Навруз, который отражает все аспекты национальной культуры таджикского народа и является уникальным мировым шедевром. Уважаемые телезрители, таковы главные новости к этому часу. Мне остается лишь добавить, что специальный выпуск, подготовленный нашими коллегами о рабочей поездке лидера нации, президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, в город Нурек, где проходили праздничные мероприятия, посвященные наступлению Навруза, будет транслироваться по всем телевизионным и радиоканалам республики в 20:00. Я желаю вам приятного вечера, будьте здоровы и оставайтесь с нами.